Первые 20 студентов прошли обучение на операторов колл-центра Минздравокома. На 4-дневном тренинге будущие медики узнали правила общения, алгоритмы дистанционной работы и маршрутизации пациентов. Новый штамм коронавируса поставил перед здравоохранением республики непростые задачи. Количество обращений уже выросло в разы. Ковидные центры усиливают врачами. Число рабочих мест в колл-центре увеличили в 3 раза. Новые места уже заняли студенты. Ольга Коняева продолжит. Как открыть больничный, когда придет результат теста, и принимают ли планово врачи? Здесь, в объединенном колл-центре всех отделений поликлиники Сыктывкара, отвечают на 1000 вопросов. И с каждым днем их только больше. На помощь администраторам-медикам пришли студенты. Здравствуйте, поликлиника. Скажите фамилию, имя, отчество и посмотрим по номеркам. Валентина Морозова, студентка 4-го курса мединститута. Приехала из Сысольского района, планирует вернуться врачом-терапевтом. С пятницы работает в колл-центре поликлиники. Отвечать быстро, ошибаться нельзя. Самый частый вопрос – что делать, если назначен повторный прием, а результат теста еще не пришел? Приходится объяснять, что вот, вам нужно дождаться результата анализа. Если он будет отрицательный, вы звоните нам, мы вас записываем на повторный прием в поликлинику. Если он положительный, то вы звоните нам, и мы вызываем врача на дом. И каждый человек звонит и спрашивает вот это. Колл-центр на 60 операторов объединили в дружбе народов 21 января. Здесь же студенты прошли тренинг. Правила маршрутизации и дистанционной работы с пациентами, в том числе по сбору жалоб и анамнеза. Проиграли возможные сценарии на практике и сразу за дело. Пожалуй, самое трудное в эту горячую пору – сохранять холодный рассудок. И тем, кто по другую сторону, тоже. Конечно же, мы отозвались, потому что мы понимаем, что сложная эпидобстановка, людям нужна помощь. Это безумно трудная работа, потому что мы сталкиваемся с людьми, которым плохо, которым нужно помочь. Они не знают ответа на какие-то вопросы, и тут мы спешим на помощь. Горячая линия раскаляется до предела. До 3000 звонков в день принимает только Сыктывкарская поликлиника. 20 операторов работают в 2 смены. Утром пиковая нагрузка. Общая очередь может превышать 500 ожидающих на том конце провода. Сами мы не справимся, нас мало. Вызовов очень много, звонков много. Люди обеспокоены, звонят с утра с 7:30 и до 20 вплотную идут звонки, не прекращаются. И вчера, в воскресенье, тоже мы работали с 8 до 18, то есть мы вышли даже в выходной. В ковидном центре Сыктывкара тем временем еще жарче. В понедельник, говорят врачи, всегда наплыв, но с омикроном это почти наводнение. Больничный только после осмотра врача. Пациенты приходят как по номеркам, так и в порядке живой очереди, если вызов на дом не удается оформить день в день. Пациент приходит в поликлинику, обращается либо в колл-центр, его записывают там, либо и он обращается здесь в регистратуру. И на данный момент схема такая, что он сначала идет к врачу, потом идет на анализ, и по результату анализа уже выдается лечение и все остальное. То есть рекомендации все, то есть самоизоляция и так далее, если это необходимо. Немножко хотим поменять систему, то есть сначала всех отправить на анализ и уже с готовым результатом анализа, чтобы пациенты попадали к врачу. Результат экспресс-теста готов через 20 минут. Вот и получается очередь из ожидающих. Сегодня, по прогнозам медиков, в ковид-центре столицы почти 1000 пациентов. В 2 смены в 20 кабинетах. Все амбулатории на Покровском, в Атлантиде, на Ручейной закрыли. Их сотрудники помогают здесь, в красной зоне или на вызовах. Усиление кадрами каждый день. Резервы еще есть. Долго, конечно. Жарко, душно. Чихаем, кашляем друг на друга. Что же делать-то? Не дозвониться никуда. Звоню с пятницу, субботу. Такая-то в очередь, такая-то. Обслуживание здесь нормально. Я утром дозвонился, и меня вызывали по номерку. Проблем я здесь не вижу. Тем временем Минздрав России выпустил памятку. Если уже есть положительный результат теста на ковид, только вызов врача на дом. Пациентам с симптомами ОРВИ и температурой ниже 38 прийти в поликлинику. Если температура выше 39 несколько дней, звонить в скорую помощь. Ольга Коняева, Павел Ленмин, Павел Королев, телеканал Юрган.